Скандалы, интриги, расследования. Итак, следующий гость нашего шоу — это... Представься, пожалуйста. Сямисис, меня зовут Михаил. На инженера учусь, уже заканчиваю, уже работаю. Соответственно, сразу вытекающий вопрос из имени. Наверняка тебе прилетает огромное количество вопросов, особенно в штабе, да? Почему у тебя русское имя Михаил? У меня мама татарка, отец урус. Вот, соответственно, меня тоже назвали по-русски. Я Михаил. Как часто бываешь в штабе? По возможности, раз-два в месяц. Хорошо, а как давно ты в штабе? На первом курсе меня сюда друг привел, поэтому уже 4-й год идет. Мы узнали, что сегодня Михаил впервые за неделю вышел из дома ради нашего штаба и специально для этого оделся в прекрасный костюм. В чем вы сегодня? Да на мне просто базовая одежда. Базовая одежда. Это комбинезон. Купил он это в очень классном шоуруме. Название мы не будем говорить, потому что не хотим его рекламировать. И не будем. Как специалист могу сказать, что у Миши очень классная просто образ, во-первых, и прическу, обратите, да, потому что я барбер, и прическа, просто шикарная прическа, Миша. Ты сам укладываешься? Да, это просто, да, укладка. Это химзавивка или ты... Это мои родные волосы. У меня просто в семье практически все кудрявые с обоих сторон. То есть это кудрявый метод? Я не знаю, что такое кудрявый метод, вот я их просто как бы уложил, и все. Девочки, мы завидуем. Мы можем сказать подписчицам этого прекрасного канала, что ты в активном поиске? Да нет, я не то чтобы в активном поиске, надо пока реализоваться самому. Девочки, он в активном поиске. Пишите в комментарии. Мы открыты для общения с вами. Личные сообщения пока указывать не будем, потому что проходит жесткий фильтр, и не все могут ему написать. А кто может написать? Вы знаете, следующая серия. Связывайтесь с администраторами канала штаба на Рутубе, на других соцплощадках в том числе, и мы свяжем вас со всеми остальными нашими друзьями. Напоминаем, что наше шоу — это не просто интервью, и не просто мы здесь не просто так рассказываем о том, какие здесь люди, чем они увлекаются, чем занимаются. Это прекрасный способ для того, чтобы найти себе, возможно, вторую половинку или найти друзей. Поэтому это живые люди, вы всегда можете с ними связаться и, собственно, начать дружить, начать общаться. Вот. Так как у нас сегодня здесь мы обещали, что будут такие достаточно горячие вопросы, да, мы, конечно, уже начали это все обсуждать, но тут такой вот вопрос, мне просто самой как бы интересно, как девушке, и в целом всем как бы девушкам, которые это смотрят, мне кажется, это будет интересно. Вот скажи, пожалуйста, как ты обычно знакомишься с представительницами противоположного пола? Может быть, это какая-то такая романтичная история, как ты едешь в метро, видишь, какая красивая девушка едет, с прекрасной укладкой, с красивым макияжем, подходишь к ней, хочешь с ней познакомиться, и у вас завязывается такое общение. Или это может быть, там, не знаю, написать где-нибудь в соцсетях. А возможно, у тебя уже проработанные схемы и пикап, какие-то слова или фразочки. Я никогда не пробовал знакомиться на улице или как-то через соцсети. Для меня это как-то, еще не то чтобы неопробованный способ, для меня это не очень, не то чтобы приемлемо, не знаю. То есть если знакомство, это там, в компании где-то познакомиться в общей компании, это да, но не через соцсети, не через там общественное какое-то пространство подойти и познакомиться, для меня это, честно говоря, тяжело. Считаешь ли ты, что знакомство в метро — это мувитон? Нет, я так не считаю, просто, не то чтобы для меня этот способ неприемлемый. Я, честно говоря, его ни разу не пробовал, и я, честно говоря, стесняюсь так сделать. Вот. И стесняюсь сам, и боюсь, что будет некомфортно человеку, с которым я так захочу познакомиться. А как ты относишься к всяким дейтинг-приложениям, к сайтам знакомств? Может быть, там можно найти свою какую-то любовь? Не знаю, я не пробовал. Я, если и знакомился, то только вот в каких-то в общих компаниях. И отношусь к этому тоже вполне нормально. То есть я знаю истории, когда люди там находят свои вторые половинки. Произошла такая ситуация, ты в одной компании, ты видишь какую-то очень красивую девочку, ты понимаешь, что она тебе начинает нравиться, что ты делаешь дальше? Может, вот как ты как бы находишь к ней подход, или что ты начинаешь делать, чтобы привлечь ее внимание? Для начала это нужно просто общение, достаточно продолжительное время.
То есть, Ну, допустим, ты знаешь, что вы сейчас на дне рождения, вот этот день рождения, вы один раз встретились, может быть, ты ее больше не увидишь. Вот надо действовать сейчас, вот прям в этот момент надо что-то делать, чтобы чтобы зацепить. если надо чем-то зацепить, ну, не знаю, тут, по крайней мере, нужно найти какие-то общие точки Да соприкосновения. пока ты будешь искать общие точки соприкосновения, она уже может уйти с этого дня рождения, надо быстро действовать. Надо подключать свои таланты. Чем ты будешь блистать и удивлять? Ну, не знаю, я говорю, что я работаю инженером, и все. Возвращаясь к вопросу о метро. Ты сказал, что ты как-то связан с этим. Расскажи, пожалуйста, более подробно, как именно? Я работаю в холдинге, который занимается производством вагонов метро. И вот все, на чем вы катаетесь, это производство нашего холдинга. Это не реклама. Правда ли, что большинство вагонов производят в набережных Челнах в Татарстане? Нет, это вообще неправда. Все вагоны метро, вот все, которые эксплуатируются в московском метрополитене, да и не только в московском, на всем СНГ пространстве, и не только СНГ, это Болгария, Венгрия, там везде эксплуатируются вагоны производства нашего холдинга, это завод в Мытищах, метровагон «Маша». Верно ли, что все вагоны, которые используются в Казани, да, в Республике Татарстан, они уже бэушные привозятся из Москвы? Нет. Для Казани последний раз несколько лет назад поставлялись новые вагоны, и все вагоны в Казани, даже которые старые там ходят, это все новое производство. То есть это не бэушное. Прекрасно. А я вот слышала то, что все, получается, старые вагоны, которые в Москве уже максимально свое отработали, которые уже даже на зеленой ветке свое там отжили, их потом отправляют в Питер. Правда? Да. Просто там они очень старые, мне кажется. Нет. Было, что отправляли старые вагоны, по-моему, то ли в Новосибирский метрополитен, то ли в Самарский. Я вам точно не могу сказать, но даже если их туда отправляют, их отправляют после капитального ремонта, и они могут еще очень долго служить. То есть в целом срок службы у подвижного состава, у любого, на железной дороге, в метрополитене, надо понимать, это разные вещи, он очень долгий. И эксплуатировать можно при должном обслуживании очень долго. Следующий вопрос, Миша. Вот правда ли, что сказал Шаляпин, что каждый человек, который катается в метро, что все миллионеры, и стоит это миллионы? Наверное, в какой-то степени можно сказать, что это правда, потому что прокладка метро, начиная от планов, заканчивая вводом в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатацией и обслуживанием, это очень дорого. Конечно, тут надо понимать, что это все убыточно, потому что это, соответственно, социальная инфраструктура. Вот. Убирая на второй план, что это инфраструктура для того, чтобы укрываться, это все очень дорого. Поэтому то, что у нас в Москве такое хорошее метро, да и в целом везде у нас, где метро есть, это очень классно, это очень здорово. Честно говоря, надо радоваться, что такое есть. Да, возможно, оно в какой-то степени не везде там правильно проложено, но люди, которые его проектируют, это тоже люди, они имеют право допускать ошибки. Вот. Как человек, который достаточно часто путешествует, могу заявить с уверенностью, что Москва — это один из лучших городов на Земле. Скажи, пожалуйста, чем ты гордишься в своей работе или что тебя мотивирует продолжать работать? Пока это не деньги. К сожалению, я пока не вышел на тот заработок, который хочу. Ну и, наверное, я еще не скоро выйду на тот заработок, который хочу. Вот. Но чем я могу гордиться и что меня мотивирует, это то, что продукцией нашей компании пользуются миллионы людей каждый день. И это не только метро. То есть наша компания производит весь железнодорожный состав. Наша компания производит совместно и трамвай, и Волги. Это все наше. Поэтому я горжусь тем, что наш продукт востребованный и пользуется спросом. Другая, да, не менее важная причина, почему мы здесь все собираемся, конечно же, это поддержание нашего национального языка, татарского и также башкирского. И, конечно же, то, что мы здесь собираемся, это прекрасное событие. Мы поддерживаем друг друга, мы поем песни, мы танцуем, также под национальную музыку в том числе. И, конечно же, практикуем наш родной татарский или башкирский языки. С вами были ведущие нашего шоу о скандалах, расследованиях и интригах Алсу и Алина. Оставайтесь с нами.
скоро новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите, кто вам понравился больше всех из наших гостей и кого вы обязательно хотите увидеть в следующем выпуске. Мы его найдем. На связи. Не переключайся.